السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Хвала Аллаху Всевышнему Субханаху ва Тааля. Мы возвращаемся к нашим урокам. Очередной месяц Рамадан прошел. Аллах Раббабы Субханаху ва Тааля позволил нам прожить этот месяц. И, иншаллах, надеемся прожить его достойно. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял наши благие деяния, совершенные в этом месяце, и простил нам наши прегрешения посредством нашего поклонения. И возвращаемся к толкованию суры Юсуф. Последнее событие, о которых мы говорили, было, что братья Юсуфа после очередной поездки в Египет за продовольствием, они вернулись в меньшинстве. Ведь там остался их младший брат Биньямин, и также остался их старший брат, который отказался возвращаться домой, постыдясь посмотреть в глаза своему отцу от того, что они уже дважды отца подвели. В первый раз они это сделали намеренно, когда уговорами увели Юсуфа у отца, а во второй раз они без своего желания, однако, тоже подвели отца, уговорами забрали младшего брата, однако не смогли его вернуть. И таким образом сыновья вернулись к Яакубу, алейхиссалям, в меньшинстве, сообщили им о том, что случилось, о том, что сына его Биньямина обвинили в воровстве, и поэтому его оставили в Египте и не смогли его вернуть. И тогда Яакуб, алейхиссалям, сказал: «Фасабрун джамиль», терпение есть наилучшие действия. И далее идет 84-й аят, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. И он, отец, то есть Яакуб, отстранился от своих сыновей, то есть после того, как они встретились, побеседовали, он узнал, что произошло, он уединился, отошел от них в сторону и произнес следующее: «Я асафа аля Юсуф». О, какое же горе, какая же печаль одолевает меня о Юсуфе. Он вспомнил о Юсуфе, о своем сыне, о том сыне, который уже пропал большое количество лет назад. Однако вот эти события очередные, которые произошли, еще одно горе, которое на него свалилось, оно напомнило ему о Юсуфе, алейхиссалям. И он, вспомнив о нем, о Юсуфе, произнес это: «О, какое же горе, какая же печаль одолевает меня о Юсуфе». И это ни в коем случае не означает, что он не переживал также за Биньямина, младшего из братьев, и не переживал за старшего из братьев. Однако, как говорят толкователи Корана, здесь история о Юсуфе, и поэтому здесь упомянут именно он. Конечно же, вот это очередное горе, трудность, оно лишь усилило переживание Яакуба, алейхиссалям. И таким образом он отошел, уединился и начал горевать. Начал горевать, печалиться, вспоминая своего сына Юсуфа, вспоминая младшего сына, старшего сына. И как приходит дальше, Аллах говорит: «Вабьяддат айнаху». И настолько сильно он горевал, печалился, что от плача и слез глаза его и бьяддат побелели. Глаза его побелели.
И тут касательно этого случая, того, что Якуб, алейхиссалям, так сильно предавался печали и горю, а мы знаем, что в нашем шариате не подобает верующему подаваться унынию и печали. Тут ученые объясняют это, во-первых, тем, что плач человека в связи с горем, печалью и утратой – это присуще природе человека. Оно естественно и оно присуще каждому человеку. И Якуб, он тоже был человеком. Мы знаем, все пророки, они были такими же людьми. Они рождались, ели, пили, болели, испытывали те же трудности, переживания и печали. И в этом даже мудрость того, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля отправил пророков именно из числа людей, а не просто ангелов, которые бы пришли и людям разъясняли постановления их религии. Потому что ангелы бы в этом случае, они бы не понимали состояние положения людей. Это другая сущность. Их природа отличается. А пророки из числа людей, они понимают все переживания, все трудности, жизнь человеческую. Поэтому они более подробно могли донести людям послание Всевышнего Аллаха. И таким образом Якуб, алейхиссалям, впал в это отчаяние, в эту печаль и горе, потому что он был, во-первых, таким же человеком, как и все мы. И даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда хоронил своих детей, своего сына Ибрахима, у него также слезы лились, глаза его намокали от слез. Это ни в коем случае не указывает на то, что они проявляли недовольство предопределением Всевышнего Аллаха. Нет, плач это не является недовольством. Нет, это естественное состояние человека, которое у него реакция человека на печаль и переживания. И также разъясняют это тем, что сильная печаль была у Якуба, алейхиссалям, тем, что это было в их шариате, это было в их законодательстве. Мы знаем, что пророки, когда приходили, основа их была одна. Это единобожие, таухид, призыв к поклонению одному лишь Всевышнему Аллаху. Однако шариат их, законодательство, обряды поклонения, некоторые могли отличаться. И вот этот вопрос ученые тоже некоторые причисляют к этим. То, что в их шариате, наоборот, люди сильно вдавались в печаль и горевали. И таким образом Якуб, алейхиссалям, он плакал настолько сильно, что глаза его побелели. Касательно белизны глаз, большинство ученых говорят, что это понимается так, как сообщено. То есть зрачки человека, они побелели, посерели, скажем, Это указывает на слепоту. Некоторые же ученые сказали то, что под белизной глаз подразумевается, что из-за горя Якуб, алейхиссалям, перестал благоразумно мыслить. То есть он настолько впал в эту печаль, в горе, то, что он уже не мог из этого состояния выйти и перестал благоразумно мыслить. Такие мнения ученые тоже высказывали. Однако, как бы там ни было, из этой ситуации мы видим, насколько тяжелое испытание пришло пророку Всевышнему Аллаха Якубу. Он потерял младшего, своего любимого сына изначально Юсуфа. Далее он потерял еще 2 сыновей. Это все происходит в года какие? В года голода. Так ведь мы знаем. Ведь это года 7 лет, которые приснились царю Египта. Сначала было 7 урожайных лет, а затем пришли 7 засушливых лет. И это в это время, то есть голод, потеря, трудности. И вот это все возложилось на Якуба, алейхиссалям. Это лишь подтверждение слов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Ашаддун наси балаан аль-анбия», что самые трудные испытания выпадают на долю пророков. И далее «Thumma al-amthal fal-amthal», далее тем, которые ближе к ним и ближе к ним, то есть ближе в своей богобоязненности. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля каждому человеку посылает испытание в меру его возможностей.
Чем сильнее он верой, крепче, богобоязненнее, тем и тяжелее будет испытание для него. В этом великая мудрость. Посредством этих испытаний человек лишь усиливается и растет. И, конечно же, проверяется его вера в Аллаха, субхану ва тааля. Якуб, алейхиссалям, после этих новостей он впал в печаль, в горе, и долгое время он постоянно, отдалялся, впадал, плакал, и вот это состояние его одолело. Фахуа казим, но в то же время Аллах говорит, он скрывал это. Есть люди, которые свое горе, свою печаль, они раскрывают, постоянно ходят, кому-то рассказывают на обозрение, на слух. Однако Якуб, алейхиссалям, он скрывал это, он никому об этом не говорил, о своем печали, о том, что его одолевает. Он это преодолевал терпеливо, Далее Аллах говорит, «Қалу таллахи тафтау тазкуру Юсуфа хатта такуна харадан ау такуна миналь халикин». И тогда его сыновья сказали, обратились к отцу, видя его состояние, его положение. Они говорят, «Таллахи, мы клянемся Аллахом». Мы уже говорили то, что формы клятвы есть различные. Можно говорить «Валлахи», можно говорить «Билляхи». И также есть форма клятвы «Таллахи». То есть это все означает «клянусь Аллахом». Можно различные формы применять. И они говорят, мы клянемся Аллахом, «Тафтау тазкуру Юсуфа», ты не перестанешь поминать Юсуфа и вспоминать о нем, пока ты не перестанешь его вспоминать, «Хатта такуна харадан», если ты не перестанешь, то это приведет тебя к бессилию, к слабости, и впоследствии может и погубить тебя, они ему сказали. То есть, увидев состояние своего отца, переживая за него, они ему сказали, Юсуф, сколько лет уже прошло, а ты до сих пор его вспоминаешь. И не просто вспоминаешь, ты настолько сильно горюешь о нем, что позабыл обо всем другом. Позабыл обо всем другом и впал в это горе. И если ты не перестанешь, не очнешься, то непременно обессилишь и погубишь себя. На что Якуб, алейхиссалям, им отвечает. «Каля иннама ашку баthi ва хузни иля Аллах, ва а'ламу мин Аллахи ма ла та'ламун». Он говорит, поистине я обращаюсь к Аллаху в своих переживаниях и скорби. Говоря подобные слова о горе Юсуфу, как же жаль Юсуфа, и произнося вот эти события, которые с ним произошли, с Якубом, алейхиссалям, он не жаловался людям, он не, скажем так, не впадал в самого себя. Часто, когда человека одолевает горе, он просто впадает в депрессию, уходит в самого себя и прокручивает вот эти дурные мысли постоянно про себя, тем самым лишь сильнее изнуряя и усугубляя собственное положение. Однако Якуб, алейхиссалям, говорит, я обращаюсь к Аллаху в своих бeth. Слово beth – это тревога, переживание. Это когда человек мысли вот эти различные прокручивает постоянно в голове, различные варианты. Что может произойти, что может быть. И из-за этих мыслей он еще сильнее начинает переживать. Вот это называется по-арабски бeth. И также я обращаюсь, говорит, хузн, горе и скорбь. Это касательно прошедшего, того, что было. Человек тоже вот эти моменты прошлого начинает переживать из-за них, вспоминает этого. И вот Якуба, алейхиссалям, оба этих чувства, они очень сильны и негативно сказываются на человеке. И Якуба оба вместе они одолевали. Во-первых, тревога, печаль за Юсуфа. Он думает, как же там Юсуф? Он знает, что Юсуф, алейхиссалям, жив. Ведь Юсуфу приснился сон, где были солнце и луна и звезды, которые преклонились перед ним.
И Якуб, алейхиссалям, знает смысл этого сна и знает, что этот сон непременно станет явью. Значит, Юсуф где-то жив, он есть, и он постоянно думает о нем. Где же он, как же он живет, какие у него трудности, с чем он сталкивается. И вот это его постоянно одолевает. И также он, конечно же, печалится о том, что то, что было, что Юсуфа забрали, что Биньямина забрали, не вернулся, брат старший тоже не вернулся. Таким образом, вот эта печаль, вот это горе его одолевало. Однако он что говорит? «Я эшку бэффи ва хузни иля Аллах». Я вот эту печаль, вот это горе, я все выкладываю и обращаюсь со всем этим к Аллаху. Вот здесь разница именно верующего, уповающего и надеющегося на Аллаха человека от далекого от Аллаха человека. Чаще всего человек, как мы сказали, если его одолела печаль, горе, различные тревога, дурные мысли, он просто уходит в себя. Да, и посредством ухода в себя может даже впасть в какие-то определенные грехи. Однако верующий человек всю эту печаль, все, что его одолевает, он это высказывает Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и просит у него помощи в этом всем. И таким образом получается, Якуб, алейхиссалям, все вот эти действия, которые совершал, печаль, горе, плач, переживания, он все это делал, обращаясь к Аллаху, и, следовательно, все эти действия расцениваются как мольба, дуа и поклонение. То есть внешние сыновья подумали, что он впал в депрессию, все, ушел в себя, однако на самом деле он совершал поклонение, мольбу и обращался ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И слепота его глаз является следствием его поклонения. И тут интересно, ученые даже приводят сравнение, параллель, то, что вот эта его слепота, достигнутая посредством мольбы и дуа и обращения к Аллаху, он настолько сильно с плачем, со слезами обращался к Аллаху, что даже ослеп от этого. Они проводят параллель с тем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, как приводит его жена Аиша, радиаллаху анха, он выстаивал ночные молитвы настолько усердно, что его пятки трескались и начинали кровоточить. То есть, получается, вот они параллель провели, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, усердствовал в ночных намазах, в выстаивании, и как следствие у него появлялись даже физические раны на теле. Также Якуб, алейхиссалям, настолько усердно обращался к Аллаху Субханаху ва Тааля в своем этом горе и печали, что у него глаза ослепли. Вот каково было поклонение пророков, каково было упование и таваккуль, да, пророков на Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И далее говорит: «Ва а'ламу мин Аллахи ма ла та'ламун». И я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете. То, чего вы не знаете. Тут возможно, что, как ученые говорят, Якуб, алейхиссалям, им уже поведал некоторое свое знание касательно сна, который был у Юсуфа, и рассказал им о своей уверенности в том, что Юсуф жив. Ведь я знаю то, чего вы не знаете. Я пророк Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Мне приходят откровения, и поэтому не подобает вам сомневаться, да, и задаваться вопросами относительно моего поведения. Если я действую так, как вы видите, то это значит, я делаю это на основании знания, которое Всевышний Аллах Субхану ва Тааля мне даровал. И далее говорит: «Я банийя дхабу фатахассасу ми Юсуф, ва ахихи ва ла тайасу мин раухиллах, иннаху ла яйасу мин раухиллахи илля аль-каумуль кафирун». «О мои сыновья», говорит, после того, как он поведал им о своем знании, о жизни Юсуфа, он сказал: «О мои сыновья, идите и тщательно ищите, разыщите Юсуфа». Тут приходит слово «тахассасу».
Есть слово в арабском таджассасу, а есть тахассасу. Таджассасу – это шпионить, когда человек ищет необходимую информацию, однако делает это скрыто. А здесь приходит тахассасу, то есть это детальное расследование, поиск, разыскивание чего-то. И Якуб, алейхиссалям, говорит сыновьям: ищите, тщательно разыщите Юсуфа. Валя Юсуфа, его брата, валя тайасу мин рухилля, и не отчаивайтесь в милости и помощи Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Это наставление Якуба, алейхиссалям, своим сыновьям. И как ученые говорят, это уже он не единожды их отправлял. Он их несколько раз отправлял. Да? Они уходили, искали, возвращались, уходили, искали, возвращались. Однако Якуб, алейхиссалям, продолжал: ищите дальше, ищите дальше, ищите дальше. Сколько уже лет прошло со времени, как Юсуф, алейхиссалям, ушел. Однако Якуб говорит: не отчаивайтесь в милости Аллаха и Его помощи. И тут приводится различие верующего человека от неверующего. Ведь Аллах говорит: «Иннаху ла яйасу мин рухиллахи илля аль-каумиль кафирун». Ведь в милости Аллаха отчаиваются лишь неверующие. Почему? Потому что неверующие в Аллаха, у них нет понятия, как милость Аллаха и помощь. И поэтому они в своей жизни опираются лишь на материальные вещи и те законы и правила мирской жизни, которые им известны. И поэтому в данном случае, если бы сказать неверующему человеку: ищи того, кто пропал уже более 10 лет назад, он скажет: это уже невозможно. Он даже не будет искать, он даже будет думать и надеяться даже не будет на находку. Однако верующий человек, он всегда надеется на помощь Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, ведь он знает, что в этом мире властен лишь сам Аллах. Все, что в этом мире происходит, лишь по Его повелению. И неважно, что было, когда было. Все эти законы, все эти правила Всевышний Аллах субхану ва тааля превыше всего этого. И не важно, что Юсуф, алейхиссалям, пропал уже несколько десятков лет назад, от него нет никаких известий, его забрали караван в какую-то чужую землю, не важно. Если Аллах субхану ва тааля пожелает, он найдется и соединится со своей семьей. Вот это очень важное наставление Якуба, алейхиссалям, которое он дал своим сыновьям. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Не отчаивайтесь. Не можешь что-то совершить, не отчаивайся, надейся на Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Это в первую очередь, скажем, получение знаний. Не получается, тяжело чтение Корана, заучивание Корана, изучение арабского языка или получение других религиозных знаний. Надо продолжать стараться. На работе что-то не получается, надо продолжать стараться. В семье что-то не получается, воспитание детей не получается, надо продолжать трудиться и стараться, и надеяться на милость Всевышнего Аллаха и Его помощь. Ведь после этой трудности обязательно Всевышний Аллах даст облегчение. Ведь Он обещал, сказав: «Инна ма'аль усри юсра». Воистину, после трудности приходит облегчение. И это очень хорошо знакомо, альхамдулилля, верующим людям. Когда проявишь терпение в трудности, ты даже придет облегчение оттуда, откуда ты даже этого не ждал. Альхамдулилля. Вроде подумаешь, такая безвыходная ситуация, что делать, куда идти, и человек неверующий, он давно бы уже сломался и отчаялся бы, или же впал в какие-то грехи, да, утопил бы свое горе в чем-нибудь, и тем самым он бы просто лишился всех благ. Однако верующий человек, он терпит и надеется на Аллаха, и исход его будет благим. И таким образом Якуб, алейхиссалям, говорит: ищите, не отчаивайтесь в милости Аллаха, ведь воистину в милости Аллаха отчаиваются лишь неверующие. И как же печальна их жизнь, их участь людей, которые лишены веры во Всевышнего Аллаха, сердца которых
не находят успокоения. Ведь только посредством поминания Аллаха и надежды на Него можно найти искренний покой, счастье в обоих мирах. На этом, иншаллах, завершим. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.